Сегодня наша творческая группа находится в гостях у заслуженного деятеля искусств Туркменистана, известного либапского композитора Батыра Султанова. И наш первый вопрос традиционный. Батыр Джураевич, вы из простой семьи, где не было музыкантов, а как в вашу судьбу вошла музыка? Первым инструментом, на котором я начал играть, был плектрный дутар, рубаб. В моей семье очень любили музыку, и мама, и папа. Из простой семьи я рабочий. Папа купил нам, у нас многодетная семья была, купил нам инструмент рубаб. И я на этом инструменте начал играть. Вот по воле случая в жизни был такой момент, когда в гостях меня попросили поиграть на этом инструменте несколько мелодий. После проигрывания некоторых мелодий, туркменских, узбекских, после прослушивания, там среди гостей сидел, оказывается, директор первой музыкальной школы имени Махтумкули Разыев Джумарай Разыевич. Он позвал к себе меня, спросил, хочешь ли учиться по музыке в музыкальной школе. Я, конечно, согласился. И вот таким образом я сдал экзамен, поступил в музыкальную школу, хотя был такое время года, октябрь или ноябрь. Да, уже прием закончился. Да, прием закончился, да. Я попал в класс Джумара Разыевича. 4 года проучился в музыкальной школе, 73-77 года. И вы пятилетнее обучение закончили за 4 года? Да, экстерном я закончил за 4 года. В 77-м поступил в музыкальное училище, и ныне Либапская специальная школа искусств, где я работаю в данный момент. За 4 года я закончил училище с красным дипломом по плектрному дутару. Очень много гастролировали во время учебы. Была такая концертная программа, достаточно обширная, Джумара Разыевича. Мы по всем вилаятам выступали, в музыкальных училищах, школах, выступали с разными, с классикой, туркменскими произведениями. После окончания училища в 1981 году я поступил в Туркменский государственный институт искусств в Ашхабаде. Сейчас это национальная консерватория. Да. Туркменская национальная консерватория. В класс плектрного дутара. И параллельно занимался там я факультативно у Реджепа Лаярова, композитор, народный артист Туркменистана. У него занимался композицией параллельно. А почему именно композицией начали заниматься? Какая-то тяга? Чем это объяснить? Во время учебы еще в училище я сочинял, вот у меня были некоторые пьесы для фортепиано, песни, были опыты в сочинении такие. И Реджеп Лаярович, с Реджепом Лаяровичем мы занимались год. После года обучения он мне предложил, говорит, полностью перейти в класс композиции. И я после 2 лет обучения на плектрном дутаре меня перевели на композицию. А вот здесь такой вопрос. У вас были сомнения от исполнительства перейти к сочинительству? Что, как там получится? Или все-таки вы сразу решились на это? Ведь сложнее композитором быть, чем просто исполнителем-музыкантом. Да, конечно, я там учился среди музыкантов. Там в это время, когда я работал, работали ведущие композиторы Туркменистана: Вели Мухатов, Чары Нурымов, Аман Агаджиков. Вот за год факультативных занятий с Реджепом Лаяровым мы написали несколько пьес для фортепиано. Вот после завершения этих работ было прослушивание этих произведений, вот где сидели все вот эти метры, и Вельмухатов, Агаджиков, Чары Нурымов, прослушивали меня вместе со всеми студентами отделения истории, теории музыки и композиции. Так. И вот после прослушивания моих пьес Вельмухатович сказал, что это его слова, цитирую: «Этот молодой человек может учиться на композиторском отделении, и его надо принять сразу на 2-й курс».
композиторского То есть вы отделения. ничего не потеряли? Я по времени? потерял, может быть, год. А самое главное, я курс композиции закончил, опять же, там за 4 года. 5-летний курс закончил за 4 года. И хочется здесь сразу вспомнить, после окончания, уже когда я сдавал дипломную работу, а у меня дипломной работой была концерт для флейты и малого симфонического оркестра. Я написал концерт трехчастный. После прослушивания государственного экзамена Вильям Мухатович позвал к себе и говорит: мне очень понравился твой концерт, особенно второй, третья часть, это очень хорошо написано, и твое произведение достойно высшей оценки. Вот это его слова были. Ну вот эти слова дали какой-то толчок. Дальше работать в этом направлении. Потом вы вернулись в родной Туркменабад? Да, я в 1988 году закончил консерваторию, получил диплом композитора и преподавателя теоретических дисциплин. Меня направили в музыкальное училище работать педагогом теоретических дисциплин. Преподаю сейчас гармонию, анализ музыкальных произведений, полифонию и оркестровку в основном. А вот если говорить о творчестве, вы и композитор-песенник, и композитор, который пишет классическую музыку. Вот если мы начнем говорить о песнях, с кем вы из поэтов сотрудничаете, какие песни пишете, лирические, патриотические? Ну, когда я приехал, сотрудничал почти со всеми либапскими поэтами. Здесь были и Өвлағұл Мевлямов, очень тесно сотрудничал с ашхабадским поэтом Худайгул Гурбановым, очень много песен на его слова. На слова молодых поэтов Акмурат Реджепова я писал песни. Ну, очень много песен на слова Алмурада Султанова. Какие песни? Лирические в основном? В основном лирические песни, есть посвященные песни Родине, Туркменистану, патриотические песни, да. Я, кроме, конечно, песен, у меня есть 2 концерта для флейты и малого симфонического оркестра и концерт для плекторного дутара и фортепиано. Вот 2 концерта написал. Кроме этого, есть более такие мелкие произведения в жанре концерта. Это концертино для флейты с фортепиано, есть концертная аллегро для плекторного дутара и фортепиано. Очень много пьес для фортепиано, произведений. Более 40 хоровых произведений у меня. Романсы, песни. Есть записи на туркменском телевидении? Да, вот эти песни были исполнены нашими, в основном, либапскими поэтами, певцами из Ашхабада. Ну, наши поэты в основном, когда я только приехал работать сюда, мои песни исполнял ныне народный артист Туркменистана Атаджан Бердыев, Досмамед Суюнов, заслуженный артист Туркменистана, исполнял очень много песен. Атагелди Карегдыев тоже? Атагелди Карегдыев вместе с ними вот на госконцертах исполнял мои песни. Потом заслуженная артистка Туркменистана Дильбер Рахманова исполняла. Победитель конкурса Алтынасыр Гюзель Джураева исполняла мои песни и так далее. Батыр Джураевич, как рождается музыка? Вот к той или иной вещи, или если песни, то это понятно, там больше играют стихи, вы проникаете содержанием, какое-то настроение, ритм. А если говорить о классической музыке, как рождается? Там вот та или иная симфония, там сюита, пьеса. Откуда это берется все? Каждое сочинение или создание определенной музыки связано с определенными моментами. Как вы правильно говорите, есть вокальная музыка, есть инструментальная музыка, есть разновидности этих жанров. Есть хоровые произведения, есть оркестровые произведения. Если, конечно, это вокальная музыка, в большинстве случаев характер музыки связан с характером слов, стиха. То есть они задают, да. Тон задают. А если это инструментальная музыка, то автор наравне с заданной целью данного произведения
очень большое внимание обращает на технические выразительные возможности определенных инструментов. Их Определенного инструмента. сочетание Да, еще, да, да? да. Сочетание, которое. Сочетание, если в гармонии, оркестре. гармонии, да. Да. А само создание музыки, наверное, это такой Таинственный процесс. риторический вопрос всегда задают, да. который... Но это связано, наверное, с каким-то состоянием разума, когда... Души. Когда к тебе, творческому человеку, приходят какие-то импульсы, а творческий человек, реагируя ее, выдает через музыку, через слова, через краски, эмоционально. Какое-то получается произведение. Насколько... Но это необъяснимый процесс. Не, насколько я помню, вот мы когда с вами до этого разговаривали, вы, чтобы не забыть, на диктофон записываете. Какую-то мелодию, пришедшую на ум, или вот по настроению что-то подсказано. Да, Да? Это такой процесс, очень Чтоб со потом, многими композиторами я Чтобы разговаривал. потом не упустить. Когда появляется какая-то идея, ее нужно обязательно зафиксировать. Немедленно, да? Да, потому что он теряется быстро. Вот, Уже не другое зап- состояние будет Да. души, правильно? Да, обязательно нужно фиксировать. Батыр Жураевич, еще одна сторона вашего творчества – это музыка к спектаклям. Да, после окончания сразу, после приезда в Туркменабад, я тесно сотрудничал с нашим театром имени Сейтназара Сейды. Тогда здесь работал молодой, перспективный режиссер Улялы Ходжагулиев. Ныне он сейчас работает в Ташкенте, в театре «Молодая гвардия». Вот с ним я вот в 1988 году, мой первый спектакль, очень такой хороший Значимый спектакль, для вас, да, да. значимый для меня, который занял первое место среди театров, среди 9 театров Туркменистана. Это был спектакль «Пеги пес, гуляющим краем моря». Пеги пес, бегущий краем моря. По Чингизу Айтматову. Бегущий, да? Да, бегущий. Извините. Тогда По Чингизу Айтматову. «Пеги пес, бегущий краем моря». Философское произведение. Это. Очень философское произведение, интересная постановка была, сама музыка, вот вместе с Улякулой мы работали, интересно. Вот и наш спектакль занял первое место среди 9 театров Туркменистана. Но потом я написал где-то около 10 спектаклей. Музыку 10 спектаклей. Да, музыку к 10 спектаклям. Некоторые сейчас тоже вот исполняются в театре. Вот театральная музыка. Батыр Жураевич, какие творческие планы? Ну, сейчас я работаю в данный момент над созданием концерта для дутара и оркестра народных инструментов. Я закончил эти произведения, но нужно кое-что корректировать и подготовить к печати. Заканчиваю детскую сюиту для камерного оркестра из 5 частей. Закончил 4 части, вот над последней частью работаю. Я тесно сотрудничаю с коллективами нашей школы. Здесь у нас прекрасные коллективы, как вы знаете. Здесь Оркестр? и хор прекрасный, хоровые произведения мои новые исполняет. И есть здесь акапелла хор, УАЗ акапелла группа. Здесь оркестр народных инструментов «Мирас» исполняет мои произведения. Здесь и вокалисты. В основном мои произведения здесь исполняют коллективы нашей школы. Ну да, они ближе к вам, вы их знаете, возможности, да. Да, и коллективы детских школ искусств. И даже и Трабская школа, первая школа, вторая школа. Я тесно связан творчески и продолжаю. У меня есть планы с ними дальше тоже продолжать работу. Батыр Жураевич, вот если говорить о композиторах, кто вам близок из отечественных, туркменских, зарубежных? Чье творчество для вас наиболее понятно, ценно, значимо? В этом плане я хочу опять вспомнить нашего великого композитора Вели Мухатова. При жизни, когда я заканчивал консерваторию в 1988 году, я сейчас сказал тоже, вот он к себе позвал, он говорит: Батыр, говорит, мне сейчас 72 года, я каждый день работаю по 14 часов. Ух, молодец. Почти 72. Нужно, вот с твоими данными, нужно еще
работает хорошо. То есть 99% работы, 1% таланта. Вот если так работать, можно чего-то добиться. В этом плане, конечно, вот пример нашей педагоги, это Велимухатов и Чаранурымов. Мне нравится и произведение Велимухатова, Чаранурымова. Очень интересный язык, современный язык произведения Реджепа Младеновича моего. Потому что, когда мы учились, я у него занимался по сочинению, по оркестровке и по полифонии. Кроме основных занятий, он проводил еще дополнительные занятия со своими учениками. Но это говорит о преданности его делу. У него был класс из 4-5 студентов. Кстати, студенты были и русские, и туркмены, и там азербайджанец был один, Ваев Зейналов, я помню. Вот на дополнительных занятиях он приносил пластинки современных авторов. И мы прослушивали в свободной такой обстановке, обсуждали эти произведения. Вот, поэтому Реджеп Младенович интересен тем, что он писал, вот, у него был язык современный сочинений. Чаранурымов очень сочетание такого народного с современным стилем. Велимухатов это гигант, классик, как туркменской музыки. То есть примеры все. И Аманагаджиков, конечно, прекрасные песни, мелодичные. Батыр Джураевич, вот у нас сейчас мы беседуем, вот передо мной книга Туркменстанның композиторлары. Да. Вот что вы можете об этой книге сказать? Здесь есть ваши наставники, ваши кумиры в этой книге. Вы тоже вошли в эту книгу? Эта книга вышла недавно, напечатали в прошлом году. Автор, старший преподаватель консерватории Гульбахар Язмамедова. Здесь собраны материалы. Это история о всех композиторах, да, о туркменских композиторах, о членах Союза композиторов, да. Это членах Союза композиторов. С какого периода? Начиная с Аширкулиева, я не знаю с какого периода, я поступил в член Союза композиторов СССР в 90-м году. Но это, наверное, книга... Еще раньше. Еще раньше, конечно. Да. Собраны все материалы о композиторах. С фотографиями? Да, с фотографиями. Очень хорошая. Предназначена она для высшей школы, для консерватории. И молодые композиторы, те, которые являются членами членом композиторов Туркменистана. И надо сказать, что вас тоже включили в эту книгу. Да, здесь да. и покажите вот именно свою страницу. Где это? Да. Собран вот материал о творчестве, о моих произведениях. Очень интересная книга. Это как фонотека, это здесь указано все ваши значимые произведения, да? Да. Вы сейчас представляете среднее поколение композиторов Туркменистана? Я думаю, уже старшее поколение. Даже уже старшее, да, старшее поколение, потому что мне 58, уже почти 60. Тогда такой вопрос. Что бы вы пожелали молодым композиторам, начинающим, вот вступающим на эту дорогу? Да, вот работая в школе, специальной школе искусств Рибабской, у меня были и есть в данный момент несколько учеников, которые закончили уже консерваторию. Так. Среди них сейчас в Халачской метрабе работает Сердар Ханалиев, преподавателем теоретических дисциплин. Он тоже пишет песни, Сердар Ханалиев. Потом со мной вместе работает мой ученик, который закончил консерваторию, Вепа Аширов. Тоже композитор, да? Он сочиняет, он закончил отделение истории и теории музыки, но он сочиняет тоже. Сейчас в консерватории учится мой ученик Бегмурат Худайбердиев у известного композитора Байрама Худайназарова. Так что в этом году опять должен поступать в консерваторию мой ученик, еще один. Нет, это значит, что у вас есть последователи, что вы передаете свой опыт. А вот что бы вы им пожелали? Вот если вспомнить слова вашего наставника, это 99%. Вот труд. Да, здесь хочется опять вспомнить слова известного русского композитора Михаила Ивановича Глинки. Так. Он сказал: мы
То есть музыку создает народ, а мы его аранжируем. То есть, работая профессионально над сочинением музыки, молодой автор всегда должен оставаться в корне своим композитором, то есть туркменским или русским композитором. То есть любой композитор должен искать корни, основу своей музыки в народной музыке. Истоках, вот, да? Да, Истоках, да, народной музыке. Вот я посоветовал бы молодым композиторам это. Потому что, прослушивая произведения и Вели Мухатова, и Чаранурова, и Агаджикова, Раджепа Лаярова, всегда находишь какие-то народные истоки. То, что сохранилось в веках, да? Да, да. Батыр Жураевич, спасибо за интересную беседу. Новых творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо.